Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Это утро понедельника. С вами встречаем мы, Степан Федоренко и Полина Долинская. Сегодня мы расскажем и покажем вам, какие новые культуры выращивает известный жатайский фермер Артур М. Наш эксперт поделится с секретами выращивания вкусной капусты. А также наш фитнес-тренер даст советы по питанию тем, кто занимается спортом. Мы и также узнаем, из чего складывается цена на фотосессию. Да, кстати, если вы считаете, что у вас есть красивые фотографии, отправляйте их на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Мы обязательно их покажем в прямом эфире. Также напоминаем нашу страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. Ну а если по каким-либо причинам у вас нет возможности посмотреть нас в прямом эфире, вы всегда можете посмотреть повторы на нашем YouTube-канале як24.ру. Понедельник – день тяжелый, но мы с Полиной постараемся сделать хотя бы утро этого понедельника более ярким, более радостным. Ну а сейчас информация о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах была зафиксирована на отметке 14-17 градусов. В Заречной группе 15-22. В южных в Нерингре сегодня плюс 12, плюс 14 в Алдане. В Вилюйской группе прохладно, в Нюрбе 3 градуса выше 0, 9 градусов в Вилюйске. В Нижнеленских от 10 до 14, в западных от 5 до 14, в Колымо-Индигирской группе улусов столбик термометра был зафиксирован на отметке 4-16 градусов. В Янских 8-11, на северо-западе 6-9. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 17 градусов выше 0, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают нам небольшой дождь. Ветер северный с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Днем 19-21 градус выше 0. Довольно неплохой прогноз ожидается. Несмотря на то, что осталась неделя уже до сентября. Ну и по традиции далее интересные, актуальные новости в нашем эфире. Доброе утро, Якутия! Бригады по ремонту поврежденных лесными пожарами линий электропередач усилят в республике. Такое поручение дал вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников в ходе заседания оперштаба. Сообщается, что в целом за пожароопасный сезон от лесных пожаров пострадала 21 линия. Общее количество поврежденных опор составило 270. Из них в западноэлектрических сетях 7 линий, которые были восстановлены к концу июня. Фонтаны планируют обустроить на Талом озере в Якутске. Глава Якутии Айсан Николаев вместе с мэром столицы Евгением Григорьевым и главным архитектором региона Ириной Алексеевой оценил работы по благоустройству набережной озера. Он отметил, что за последние 3 года на Талом озере проведена огромная работа, и сейчас объект практически завершен. В скором времени должны закончить работу еще и по освещению. В России с 1 сентября появится новый знак фото- и видеофиксации, где нарушения правил дорожного движения могут быть зафиксированы в автоматическом режиме с помощью камер. Он заменит табличку, которая устанавливалась только вместе с другими знаками. Новый же знак размещается вне населенного пункта в 150-300 метров от зоны видимости камер и на въезде в поселение. Якутяне стали абсолютными чемпионами России по масс-рестлингу. Состязания прошли в Поронайске и Сахалинской области. Супертяж Сергей Фролкин из Тампонского района победил в схватке за золото самого титулованного масс-рестлера Виктора Колебабчука со счетом 2-0. А среди женщин абсолютной победительницей стала Татьяна Баишева, одолевшая Светлану Тихонову из Свердловской области с результатом 2-0. Также 3-е место в турнире занял Артем Ветров из Якутска. К этой минуте у меня вся информация. Наступает самое лучшее время – время сборки урожая, когда на грядках поспевают овощи, а в лесу созревают ягоды.
Каким будет урожай у наших аграриев, чем будем запасаться на зиму, наша съемочная группа побывала на фермерских полях Жатая. Известный в Якутии фермер Артур М. в этом году значительно сократил объемы посаженных сельхозкультур. Из-за закрытых границ рабочих рук не хватает, а засушливое, к тому же задымленное лето сказывается на урожайности. Много снега было. Вот. А пока снег растает, но на поля трактора позже заходили. Соответственно, урожай у нас будет позже. Вот. А потом у нас резкая жара дала, у нас в июне месяце под 40 градусов было, да. Это опять же стресс для растения, то есть тормозится, вот. Ну, сам рост, развитие растения. Торможение – это меньше урожая. Вот если у нас сентябрь побалует, теплая погода длинная, то возможно, что мы наверстаем. Изменения климата влияют и на вегетацию растений. Поэтому помимо традиционных овощных культур, опытный фермер уже не первый год обеспечивает якутян арбузами, дынями и даже клубникой. В этом году я вышел уже на объемы, которые можно назвать промышленные. Вот. Если 2 года я экспериментировал, первый год в минус ушел, второй там чуть-чуть заработал, третий год я уже почти гектар посадил клубники под закрытый грунт. А в следующем году в планах смелого фермера посадить лук. А он, как известно, хорошо растет только в теплом климате. Меняющиеся природные условия сильно повлияли на весь аграрный сектор республики. Если несколько лет назад в сводках госстатистики не значились ни арбузы, ни дыни, тем более клубника, то сейчас появились даже верблюды, которые содержатся у индивидуального предпринимателя в Нижнеколымском районе. Эти данные впервые внесли в ходе сельскохозяйственной микропереписи, которая в эти дни проводится по всей стране. Она как раз призвана зафиксировать все перемены, происходящие в аграрном секторе за последние годы. Раз в 10 лет проводятся сельскохозяйственные переписи. Вот последний раз было в 2016 году, прошло 5 лет, и вот в 2021 году идет микроперепись. Потому что, конечно, жизнь развивается, все меняется и так далее, да, и поэтому вот как бы уже понять на сегодняшний день, какова структура сельского хозяйства, сельхозпроизводителей. Фермерам и крестьянским хозяйствам Якутии, находящихся в зоне рискованного земледелия, без государственной поддержки не обойтись. Тем более важно знать, насколько и как меняются условия их деятельности. Страна должна знать свое хозяйство, сколько чего у нее есть, сколько пашен, там, сколько зерновых и так далее. Это вообще стратегически важно. Да. Мы живем в зоне рискованного земледелия. Нам без поддержки никак. Нерентабельно, да. Будет ли земледелие и животноводство в Якутии когда-нибудь рентабельным, зависит в том числе и от того, какие меры поддержки будут оказаны аграриям. А в их основу как раз лягут данные, полученные во время первой в стране сельхозмикропереписи. Она завершится в конце августа, первые результаты появятся к концу этого года, а окончательные – к концу 2022 года. Туяра Филиппова, Григорий Охлопков, Жатай. А вот как проводится сельхозмикроперепись, какие интересные факты узнали переписчики в ходе этих работ, мы сейчас узнаем у нашего гостя. Доброе утро, Ирина Кулунтарьевна. Ирина Кулунтарьевна Гаевая, руководитель САХА Якутия Стата. Доброе утро. Ну, почему Да. называется микроперепись? Чем она отличается от обычной переписи, которая проходит раз в 10 лет? Расскажите. Абсолютно верно. Практически ответ уже в вашем вопросе. Крупные сельскохозяйственные переписи, сплошные их так называем, они проводятся действительно раз в 10 лет, и тогда опросу и обследованию, изучению подлежат буквально все сельхозпроизводители. Это все сельскохозяйственные организации, все крестьянско-фермерские хозяйства, все личные подсобные хозяйства, у которых есть земли, которых выращивают, что-то выращивают, значит, растениеводство занимаются, держат скот. И каждый... И поголовье пересчитывают. Да, и кроликов, и лошадей, вот так вот всех, да, и что сажают, и морковку, капусту, картошку, чего и сколько. И опрашивается буквально каждый владелец дачного участка. Это в сплошной переписи, которая проводится вот раз в десятилетие. Причем надо сказать, что первые сплошные, всеобщие, вот даже сказать правильно, всероссийская сельскохозяйственная перепись проходила в 1916 году. То есть эта история уже... Довольно-таки давно. Да, более чем Больше века. 100 лет. Да, больше 100 лет. Понимаете, какая накопилась динамика данных, потому что вопросы
добавляются, но глобально не меняются. Какое поголовье скота, сколько, значит, везде есть, сколько посевных площадей, что выращивают. Основные вопросы, в принципе, не меняются. Так вот, сельскохозяйственные сплошные, когда изучаются буквально все сельхозпроизводители, проводятся раз в 10 лет. Значит, у нас уже в истории, теперь говорю, новой России, первая сельскохозяйственная перепись проходила в 2006 году, потом в 2016. Ну и следующее, значит, мы не ожидаем, будет согласно закону о сельскохозяйственных переписях, будет в 2026 году. Но вы же понимаете, десятилетие в наше время — это такой большой промежуток времени, когда у нас так быстро все меняется, и опираться на данные десятилетней давности — это уже самим себя, можно сказать, вводить в заблуждение. Поэтому принято решение, федеральный закон внесено изменение, теперь межпереписной период, то есть через 5 лет после основной переписи проводится микросельхозперепись. То есть обследуются не все буквально сельхозпроизводители, а, скажем так, на выборочной основе. Поэтому он носит название микро. Хотя на самом деле для нашей республики это прям сложно сказать, что это микро. Ну и вообще в целом вот в эту выборочную микросельхозперепись обследуются все равно все сельскохозяйственные организации, которые юридические лица, все крестьянско-фермерские хозяйства, и только личные подсобные хозяйства опрашиваются не все, а на выборочной основе. Причем для нас вот такая выборка очень весомая и существенная. У нас в республике 93 тысячи, порядка 93 тысяч личных подсобных хозяйств, и вот в эту микроперепись попали под обследование больше 60 тысяч. А для чего это надо? А вот я только что объясняла, да, что только если мы от сельхозорганизаций, от крестьянско-фермерских хозяйств мы получаем регулярную отчетность, причем от сельхозорганизаций они нам отчитываются в соответствии с порядком предоставления отчетности. Какую-то отчетность дают ежегодно, какую-то месячно, квартально. То есть мы о них информацию имеем постоянно и регулярно. Крестьянско-фермерские хозяйства, потому что армия их уже велика, они опрашиваются на выборочной основе. То есть обо всех мы всегда все не знаем. Вот, а личные подсобные хозяйства вот в такой период тоже выбираются, обследуются только выборочно, и выборка очень невелика. То есть экспертные оценки проводятся, досчеты. И чтобы скорректировать свои данные, найти такую точку отсчета, что называется, вот теперь через 5 лет проходит вот такая микросельхозперепись, а в 2026 году будет сплошная сельхозперепись, когда личные подсобные хозяйства опрашиваются, буквально в каждый двор заходят. Сколько уже переписано хозяйств и сколько еще предстоит за эти дни переписать? Да, перепись у нас идет целый месяц, с 1 по 31 августа. Перепись, мы видим, месяц уже скоро идет к концу, соответственно, и мы, значит, идем в темпе в хорошем. Уже большая часть переписанные сдали, то есть отчет сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства. Вот эти организации сдают отчетность, сами нам присылают, а вот личные подсобные хозяйства, к ним приходит переписчик. И уже 80% личных подсобных хозяйств нами уже изучено. Конечно, мы попали, для нас август был, для нашей республики был крайне тяжелый, связанный с пожаром. Многие наши переписчики были задействованы в тушении пожаров, в оказании помощи и прочее. Поэтому в какие-то периоды мы отставали, но сейчас ситуация налаживается, и мы, в принципе, идем в нормальном темпе, и есть абсолютная уверенность, что всю перепись мы проведем в сроки. То есть ко мне на дачу могут прийти и переписать меня, грубо так вот скажем? Именно к вам на дачу придут в 2026 году. А в эту микросельхозперепись переписчики разговаривают, берут данные только у председателей сотов. Например, к Артуру М, да, могут сейчас прийти? Да, он крестьянско-фермерское хозяйство, у него уже наши переписчики, он нам уже, вернее, это крестьянско-фермерское, поэтому он нам уже отчет сдал. А вот мы узнали, что в Якутии содержат верблюдов. А какие еще необычные факты и неожиданные выявили в ходе переписки? Да, вот, к удивлению к своему, корабли пустыни, что называется, оказались в одном из самых северных... Дошли до самого севера. До самого севера, и это вот данные переписи уже показали. В 2016 году в ходе последней переписи всех удивила, в принципе, информация, что у нас появились такие животные, как овчубуки. Это кто? Это смесь домашней, гибрид, скажем, домашней овцы и горного барана. Это было зафиксировано по данным переписи 2016 года. Кроме того, из года в год, от переписи к переписи, скажем, мы видим, как в республике расширяются
поля под выращивание арбузов, кукурузы, клубники. И я вам могу сказать, что по последним данным на каждую 1000 жителей города Якутска приходится по 123 таких увесистых, хороших 5-килограммовых арбуза. Арбузы. Так что наверняка многие вот как раз уже и пробовали, и наслаждались как раз арбузами, вот, которые выращены на Да, территории местными. да. Скоро закончится ваша перепись, которая длится в течение августа. Вот когда будут уже конкретные, точные, полные итоги и где они будут использоваться? Первые самые итоги о количестве хозяйств будут уже опубликованы в конце этого года, в конце 2021 года. Окончательные итоги будут уже подробные, детальные, будут уже подготовлены и доступны к концу 2022 года. Данные все будут, как всегда, данные, которые собирают по переписи, они всегда конфиденциальные. Хочу еще раз обратить внимание, что когда приходят переписчики, ну, вот в личные подсобные хозяйства, у нас мы никогда не спрашиваем ни подтверждающие документы, ни паспорта, ни там свидетельства на землю и прочее. Эти документы никогда не спрашиваются. Весь опрос происходит со слов вот того, которого опрашивают. И, значит, все данные конфиденциальные, так было всегда, это в каждую перепись, независимо сельскохозяйственная перепись населения. Все данные статистика сохраняет и обеспечивает их сохранность, поэтому будут сформированы такие некие сводные итоги, данные будут деперсонифицированы, то есть невозможно будет определить владельца, и этими данными смогут воспользоваться, в принципе, и студенты, которым нужна эта информация, и научное сообщество, ну и, конечно, наши экономисты, и, конечно, специалисты сельского хозяйства. Спасибо большое за интервью. За такую интересную и полезную беседу, друзья. А вот, кстати, специалисты отмечают, что у городских жителей все больше и больше возрастает интерес к огородам и выращиванию на этих самых огородах. И наш садово-дачный эксперт расскажет о том, как выращивать правильно капусту. Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня мы поговорим о выращивании капусты в наших северных условиях. Мы выращиваем под сеткой. Это от бабочки-капустницы. Как вырастить хорошую капусту? Конечно, начинается все с рассады. Мы рассаду, конечно, в квартирах, в домашних условиях, ее трудно вырастить. Она вытягивается. А вообще рассаду выращивают, у нее должен быть корень. В земле она должна быть в теплом состоянии, а верх должен быть прохладней. Но в квартирных условиях трудно это сделать, поэтому многие покупают рассаду. Нужно выбрать такую рассаду, которая над землей сразу начинается стебель. А не вот такая не тонкая ножка. В народе зовут это подсос. Грядку специально готовят для капусты. У нас, правда, она все время на одном месте. Здесь растет, раньше в другом месте росла. Почему я ее здесь оставляю? Потому что гусениц не бывает, не бывает в земле. И земля чистая. Нужно добавить, конечно, перегной, любит она, но перепревший перегной. И еще одна особенность выращивания капусты, она не любит неорганику, вот, только органические подкормки. И наш вот этот навоз, настоянный конский мы вот делаем, или коровий, и, конечно, трава и зола. Зола очень нужна капусте. И если при перекопке мы добавляем, я, например, добавляю полностью это удобрения комплексные, которые там азот, калий, фосфор, совсем понемножку разбрасываем при перекопке, то больше мы его не употребляем. Только органическими подкормками пользуемся. И еще одно, что я делаю, когда высаживаем, при первой подкормке через 10 дней подкармливаю, допустим, гумат плюс 7, я его очень люблю вот, делать подкормки. Там есть бор. И капусте вообще в первую очередь нужен из всех микроэлементов это бор, потому что она должна закладывать уже почку для кочана. А так, конечно, капуста любит влажную почву.
только влажную. И ее пересушивать не надо. Если пересушим землю, значит, у нее задержится рост внутренних листочков. Вот мы иногда покупаем капусту и смотрите, там черные листочки такие появляются. Это или полили сверху, ее неправильно поливали, или наоборот, она пересыхала, а листочки, кончики почернели. Мульчирование капусты. Я тоже противник этого, потому что под мульчой, под любой, трава какая бы ни была, как бы она была не изрубленная, там, да, измельченная, под ней все равно возникают грибки, растут. Капуста растет до поздней осени, она выдерживает до минуса 7 градусов. Ее можно в сентябре закрыть чем-то еще и оставить до самых заморозков. Я знаю, что очень многие выращивают капусту, поэтому пожелать вам хочу успехов, вкусной капусты и заготовок на зиму с ней. Всего доброго! Ну а у нас далее в эфире поздравление одного замечательного человека, причем сопровожденное поздравление, сопровождаемое хорошими фотографиями. Напомним, что тема сегодняшнего эфира – фотосессия профессиональная. Сердечно. Просто удачные фотографии. Да, и удачные фотографии. Сердечно поздравляем учителя математики Нюрбинского технического лицея имени Чусовского, почетного работника общего образования Российской Федерации, заслуженного учителя республики, обладателя гранта России, стипендиата первого президента Республики Саха-Якутия. Знанием победишь Николаеву Анфису Афанасьевну с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, успехов и творчества, счастья. Дочь Диана и сестры, близкие родственники. Присоединяемся к поздравлениям, желаем всего самого-самого наилучшего, доброго и светлого. Да, кстати, а японские ученые, между прочим, говорят, что человек молод настолько, насколько гибок его позвоночник. И мы специально в это утро предлагаем вам йога-зарядку, друзья, потому что йога подходит абсолютно для всех и не требует никаких физических особых умений. Так что внимание на экран. Доброе утро! Сегодня комплекс упражнений на укрепление мышц спины, живота и ног. Приступаем к нашим упражнениям. Переходим с вами в наклон. И медленно поднимаемся наверх. Напоминаю, что каждое упражнение нужно делать по 3 раза. Дальше мы вытягиваем ногу назад, руки параллельны вашему коврику и соединяем ладони вместе. Укрепляем ноги, задняя нога ваша натянута. Возвращаемся в исходное положение и завершаем. Следующая асана у нас треугольника, триконасана. Мы плавно опускаемся по прямой ноге, располагаем удобно, так, чтобы вам было комфортно. Рука вытянута вверх. Взгляд направляем на потолок, шея открыта, плечо опускаем вниз. Возвращаемся в исходное положение. Руки параллельны коврику. Ощущение, будто сзади стена, плечи выравниваются, и за счет этого мышцы живота подтягиваются. Переходим к следующему. Подтянули колено, отводим назад и учимся ловить баланс.
хорошо. И то же самое с другой стороны. Мы завершаем наши упражнения на укрепление нашего тела. Прекрасного вам дня! Пусть в ваших сердцах светит солнце. Мы благодарим нашего гибкого и стройного тренера по йоге. Наверняка спортсменам, тренерам, чтобы быть в форме, нужно не только заниматься, но и правильно питаться. Да? Кстати, да, об этом мы подробнее узнаем у нашего гостя. Дмитрий Аникин, тренер фитнес-клуба «Статика». Доброе утро. Доброе утро. Есть мнение, что для физически активных людей необходимо больше калорий потреблять, чем обычным людям, которые спортом не занимаются. Так ли это? Да, действительно так, потому что человеку надо восполнять потраченные калории. Ну, в среднем 500 килокалорий для занимающихся спортом людей. А для тех, кто не понимает, что такое килокалории и как они выглядят? В пельменях, например, это Да. сколько? 500 Ну, килокалорий? обычно на этикетке пишут в 100 граммах продукта содержатся белки, жиры, углеводы и килокалории. Вот их как раз. А вот какими продуктами нужно отдать предпочтение, вот если все-таки спортом занимаешься, или хотя бы просто держишь себя в тонусе и не хочешь там расплываться в некоторых местах? Но продукты должны быть разнообразные. То есть это должны быть и белки, жиры, углеводы. Должны быть овощи обязательно, фрукты. То есть всего понемножку, можно так сказать. Но рекомендуемые суточные нормы для обычного человека — это, допустим, 1 грамм белка, 1 грамм жира и 4 грамма углевода идет. Человек, который занимается физической активностью, конечно, эти параметры могут быть чуть изменены. Ну, в пользу белка, допустим, для спортсмена, увеличены. Ну вот про овощи раз заговорили. Какие вот овощи полезны организму, в каких количествах? Овощи абсолютно все полезные. То есть, конечно, самые распространенные — это морковь, редис, репа, тыква, сельдерей, там, имбирь, свекла. Ну, вот такие. Они в основном хорошо богаты микро-макроэлементами. Большое содержание витаминов. Ну, нормы во всех источниках разные. То есть рекомендации по рациональному питанию, нормы идут, допустим, для овощей это 120-140 килограмм в год. По фруктам и ягодам это 90-100 килограмм. Такие. В день это может составлять цифра для овощей там, 385 грамм. Для фруктов То есть, ну, это норма 280. взрослого человека? Да, вот, да, да, все верно. обязательно. Ну, летом понятно, овощей и фруктов у нас как бы в избытке, они у нас есть, они у нас свежие с грядки. А что делать зимой? Зимой что делать? Ну вот те же самые покупные, насколько они также богаты теми самыми микро- и макроэлементами? Хороший вопрос. Но я все-таки даю предпочтение местной продукции. Вот. Нам очень повезло, то, что есть агрокомплекс в Саюре, то есть, который круглогодично работает, и есть возможность, независимо от времени года, то есть приобретать, ну, покупать овощи. То есть я сам их покупаю, ем и только в восторге от этого. Ну, то есть очень хорошо, что есть возможность вот именно здесь приобретать. То есть не приобретать те овощи, которые неизвестно откуда привезли, как хранились, транспортировались. То есть это же тоже влияет на качество овощей. А вот в овощах, которые, допустим, лежат, хранятся, привозные те же самые, у них термическая обработка дополнительно, чтобы ту самую свежесть сохранить. Вот в них насколько все это сохраняется? Ну, я сомневаюсь, что намного, потому что свежие овощи лучше есть вот свежими, действительно без хранения. То есть вот купил и употребляешь в пищу. Потому что любая термическая обработка, она негативно сказывается на овощах. Вы лично какие овощи едите? Расскажите. Да, в принципе, как и любой человек, все те же огурцы, помидоры, Ну, свекла. какой-то Все, что на рынке есть, нет. Специально нет, какой-то нет, диеты нет у вас? Нет. Обычные овощи, которые все. Я слышала про доступно. огурцы, что это практически бескалорийный овощ. Действительно есть такое. То есть овощ богат то есть, наименьшим количеством килокалорий. То есть, насыщает организм, чувство голода утоляет, и при этом, то есть, ну, мало, то есть, калорий содержит. Для человека, который, допустим, находится на диете, это очень полезный продукт.
А можно ли вот сбросить вес на овощах, вроде как, ну, распространенная такая диета, скажем так? Ну да, диета, которая... А набрать на овощах можно вес? Набрать. Как вы Но в думаете? рационе они должны быть, это точно. Однозначно. Так, ну, а какие советы вот по питанию для тех, кто все-таки следит за своим здоровьем, за своей фигурой? Ну, совет самый распространенный – это разнообразное питание, небольшие порции и чаще. То есть это должна быть не 1-2 порции там, утром и вечером, а попытаться, чтобы были небольшие и как можно чаще. Меньше, но чаще. Да, все верно. То есть должны быть перекусы. И вот овощи как раз хорошо помогают. То есть перекусить не чипсы какие-нибудь, а та же морковь, там, или фрукты, там, бананы, яблоки. Такое. И вот последний вопрос. Допустим, если мы возьмем вечерний перекус перед сном, овощи, фрукты или все-таки что-нибудь другое, какой-нибудь продукт? Ну, это выбор каждого. То есть, Ну, ограничений нету никаких. Ну, нет, ограничения для кого-то может быть, но это отдельная тема. То есть, вот так скажем. Дмитрий, спасибо за интервью. А у героя нашего следующего сюжета фрукты и овощи в рационе каждый день. Да, медведь-блогер спортом, может быть, и не занимается, но зато приобретает большую популярность в интернете. Двухгодовалый бурый медведь Балу любит пить молоко, купаться и шалить, как все дети. А видеоролики, на которых запечатлена беззаботная жизнь косолапого блогера, собирают миллионы лайков в социальных сетях. Хозяин Балу забрал питомца из зоопарка из-за пандемии, потерявшего возможность содержать косолапого. Мы его забрали в годик. То есть так уже медведя не берут, но было очень жалко. А до этого я работал 3 года в цирке, и там безумно полюбил медведей. Долго думал, 3 года думал, взять, не взять, потом проблемы с финансами были. Вот. А у меня друг стригся в барбершопе, и он предложил помочь медведю, чтобы он жил хорошо. Безумно полюбив медведей, за время работы в цирке мужчина решил приютить годовалого Балу, который оказался в сложной жизненной ситуации. Чисто случайно получилось так, что видео залетело в ТикТоке на 26 миллионов. Балу все полюбили. Есть, конечно, недоброжелатели, которые все-таки пишут всякие глупости, оскорбления, но поклонников у Балу и друзей намного больше. Супруга Руслана Цивилева Надежда рассказала, что приняла за шутку слова мужа о том, что скоро у них появится медведь. Однако со временем настолько привыкла к мохнатому пополнению, что теперь не представляет своей жизни без медведя. Я запекаю периодически курицу, пироги. Это обязательно без сахара, без каких-то добавок, чтобы все было натурально. Фрукты, овощи с деревни привозят, то есть у нас в этом проблем нет. Поэтому он питается, мне кажется, получше нас иногда. Кроме того, женщина объяснила, что не опасается за жизнь малолетнего сына из-за присутствия хищника, поскольку Цивилевы соблюдают меры предосторожности. А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Кристина Якупова с самыми последними и актуальными новостями. В Усть-Майском районе усиливается группировка по тушению пожаров. Накануне туда на вертолете отправлен трактор «Якутлесресурс». Всего по инициативе республиканского оперштаба было отправлено 2 трактора, один из которых направлен наземным путем, а другой при помощи вертолета Ми-26. В Усть-Майском районе продолжают действовать 13 природных пожаров на общей площади свыше 107 тысяч гектаров. Там установились неблагоприятные погодные условия, что осложняет работы по тушению. Также, по словам заместителя генерального директора «Якутлесресурс», в настоящее время решается вопрос по отправке дополнительных тракторов в другие районы республики. Было решено вести трактора в Усть-Майский район, потому что там обстановка не очень пока не хорошая. Один по наземным путем уже где-то в сторону Ванги находится, он будет уже в Усть-Мае. Ага, и вот еще один ДТ-75 отправляем тоже в Усть-Мае по Ми-26.
Чурапчинском Улусе найден бивень мамонта. Житель села Хатылы Семен Дорогунов рассказал, что увидел что-то белое на месте обрушения берега озера. Из любопытства при внимательном рассмотрении он разглядел бивень мамонта. Свою находку в 2,5 метра длиной и весом в 70 килограмм Дорогунов намерен сдать в местный музей. Отметим, что ранее на территории этого алласа житель Улуса Геннадий Говоров находил останки древнего быка, кости которых намного превышают современных. В эти дни в Якутске проходит 6-й форум молодых педагогов «Долина-2028». Мероприятие стартовало накануне и собрало 46 педагогов из более чем 20 районов республики. В рамках форума прошли мастер-классы, форсайт-сессии, лекции и панельная дискуссия. Экспертное сообщество представили педагоги Приморского и Магаданского краев, а также министр образования республики Михаил Сивцев. При этом форум прошел в гибридном формате, как онлайн, так и офлайн, с соблюдением всех санитарных норм. В течение 2 рабочих дней, 21 и 22 августа, мы должны разработать, получается, механизмы работы с молодыми педагогами, дорожную карту и механизмы достижения, получается, таких целей, как внедрение цифрового образования в Республике Саха-Якутия. На этом у меня вся информация. Хорошего вам дня! На очереди наша рубрика «Гороскоп». Что нам готовят звезды на предстоящую неделю, сейчас узнаем. Овны, ваш успех теперь гарантирован, если вы преодолеете свою лень в первой половине недели. Отличный период для заключения крупных договоров и соглашений. Возможно улучшение финансового положения. Прекрасное время реализовать себя как личность. Позаботьтесь о своем здоровье. В выходные обязательно отправляйтесь на прогулку. У тельцов благоприятный период для заключения крупных финансовых сделок. Идите к своей цели и никогда не сворачивайте. Попросите помощи у друзей. Сейчас они готовы вас поддержать. Сосредоточьтесь на самом главном. Не отвлекайтесь на опасные приключения. Они могут испортить вам жизнь. Близнецы, не отвлекайтесь на мнение окружающих. Оно для вас ничего не должно значить. Не пугайтесь трудностей. Грамотный подход к решению проблем поможет вам справиться со всеми вопросами. Правда будет где-то рядом. На этой неделе новые предложения о работе или сотрудничестве откроют для раков новые горизонты. Финансовая стабильность не за горами. Пригласите гостей на выходные. Расслабьтесь и наслаждайтесь. Старые знакомые могут помочь вам решить проблемы и дела на работе. Лев, ваш ум и творчество сейчас на высоте. Используйте все свои навыки для решения проблем на работе. Обязательно проявляйте сдержанность и усердие при работе с документами. У вас есть прекрасные шансы закрыть старые неразрешенные дела. Прекрасная возможность провести выходные со своей второй половинкой. Пришло время сменить обстановку и даже сделать небольшой ремонт. Девы, в эту неделю вселенская энергия зарядит вас в полной мере. Любовь и счастье – это именно то, что вам сейчас абсолютно необходимо. Пришло время показать чувства, которые вы сохраняли годами. Теперь ваши отношения с партнером выйдут на принципиально новый уровень. Отличный период для заключения брачного союза. Судьба весов расставит все точки над «и». Удача будет на вашей стороне. Проявляйте внимательность и терпение, и тогда судьба будет к вам благосклонна. Гордость вам сейчас категорически противопоказана. Отправляйтесь на долгую прогулку на выходных. Это то, что вам нужно. Энергия скорпионов на этой неделе на самом пике. Используйте весь свой потенциал для выполнения старых планов и дел на работе. Финансовый успех теперь вам гарантирован. Благоприятный период для покупки лотерейного билета. Отличный период для активного отдыха или физических нагрузок. Эта неделя принесет стрельцам гармонию и благополучие. Семейный очаг наполнится уютом и любовью. Не обращайте внимания на мелочи, иначе вы не успеете вовремя выполнить задание. Выходные лучше всего провести с семьей. Неделя наполнит козерогов уверенностью в себе и в завтрашнем дне. Не бойтесь заводить новые знакомства, они могут сыграть ключевую роль в вашей жизни. Сейчас отдавайте предпочтение книгам, они согреют вашу душу. Водолеи, не экономьте на себе. Сейчас тот период, когда можно без зазрения совести потратить на себя крупную сумму. Не пренебрегайте своей интуицией, но решая проблемы, думайте головой. Домашние дела теперь отходят на второй план. Прогулка с близкими на природе – это именно то, что вам сейчас необходимо.
либо используйте удачу, чтобы завоевать расположение своего начальника. На этой неделе коллеги будут относиться к вам с большим уважением. Ваше финансовое положение может резко измениться, поэтому высока вероятность выигрыша в лотерее. Мы узнали, что нам пророчат звезды, а теперь давайте узнаем, какие даты и события выпадают на 23 августа. На календаре 23 августа сегодня отмечают День бисквита, День недорогих авиабилетов, День полета Божьей коровки. По народному календарю сегодня отмечают Лаврентьев день. В старину считали, что именно в это время самые красивые утренние и вечерние зори. Поэтому по-другому этот день называют зоричником. Символ 23 августа – вода. На заре этого дня девушки умывались водицей из родника, что по поверьям придавало им красоту. Утренней росой поили стариков и младенцев для обретения ими здоровья. Также по воде в этот день определяли, каким будут наступающая осень и зима. Если она тихая и спокойная, осень будет безветренной, а зима – без вьюг и метелей. События в этот день. В 1904 году запатентована автомобильная шинная цепь. В этот день был спущен на воду теплоход «Победа». В 1955 году начал работать Череповецкий металлургический завод. В этом же году состоялся полет первого конвертоплана с поворотным ротором. В этот день был открыт Харьковский метрополитен. В этот день родились Иван VI, российский император в период с 1740 по 1741 года. Александр Грин родился в 1880 году. Русский писатель, представитель направления романтического реализма. Никита Моисеев, советский российский ученый-эколог, общественный деятель. Валерий Николаев, советский российский актер театра и кино, режиссер. Ривер Феникс родился в 1970 году, американский киноактер, музыкант и общественный деятель. Константин Новоселов родился в 1974 году, российский и британский физик, нобелевский лауреат. Именины в этот день отмечают Сава, Роман, Лаврентий, Вячеслав, Афанасий. Полин, меня удивила дата «День недорогих авиабилетов». На самом деле речь идет о заблаговременной покупке авиабилетов. И, кстати, по некоторым данным, специалисты компании Skyscanner узнали, что самое выгодное приобретение билетов за 6-7 месяцев до предполагаемой даты поездки или отпуска. Да, за 2 недели они начинают дорожать. Ну, готовь сани летом, как говорится. Если вы собираетесь в новогодние каникулы отдохнуть, самое время идти Прямо сейчас покупать. да, искать те самые недорогие билеты. А наш юрист вам в этом поможет. Всем доброго утра, хороших еще летних дней. Сегодня мы поговорим о том, в каком случае вас не выпустят за границу. Да, именно о должниках. Хочется напомнить, что регулируют это федеральные законы о порядке выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию, а также закон об исполнительном производстве. Ну, я думаю, что в первом случае не так много прецедентов, а вот во втором уже составляет более 600 тысяч в 2021 году. Если вы узнали о том, что у вас есть задолженность, вам необходимо ее погасить не менее чем за 14 рабочих, желательно, дней до момента выезда за пределы Российской Федерации. Почему? Потому что сначала вы погашаете задолженность, информируете пристава-исполнителя. Пристав-исполнитель должен прекратить исполнительное производство, отозвать ограничение в выезде, информировать иные службы о том, что вы ограничены в выезде за территорию Российской Федерации. Если вы сделаете это буквально за 2 дня, конечно, система не успеет отразить, что задолженность в полном объеме погашена, и вы можете выезжать свободно. Поэтому будьте внимательны. Информацию о задолженности можно посмотреть, во-первых, в вашем личном кабинете в государственных услугах. Это что касается штрафов. Замечу, что штрафы не так безобидны, как вам кажется. Если у вас очень большое количество штрафов, они суммируются. Если их сумма превышает также 30 тысяч рублей, соответственно, вас также могут ограничить в выезде. Это касается и налоговой задолженности. Об этом можно посмотреть именно в личном кабинете. Если речь идет о задолженности по судебным актам, то, скорее всего,
легче будет ее посмотреть не на сайте суда, а на сайте судебных приставов. Там есть возможность ознакомиться с базой должников, выводит свое имя, фамилию, отчество и отражается задолженность. То есть находите себя и отражается задолженность, какая у вас сумма, какое исполнительное производство возбуждено, погашено, не погашено, и кто является приставом исполнителя. Также на сайте судебных приставов вы имеете возможность написать электронно обращение приставу исполнителю или записаться на прием. И, соответственно, узнать, как можно погасить задолженность, как можно ее реструктуризировать, или хотя бы, если вы не были ознакомлены о том, что в отношении вас имеется гражданское дело, соответственно, узнать, по какому гражданскому делу возникла эта задолженность, на основании какого судебного акта, и в дальнейшем попытаться его обжаловать или изменить, или также попросить рассрочки у суда. Это основная информация. Будьте еще раз внимательны. Напомню, что по алиментам задолженность может превышать всего лишь 10 тысяч рублей, и это основание для ограничения в выезде. По другим платежам 30 тысяч рублей. Вот так вот перед поездкой обязательно нужно проверить свои задолженности, нет ли ее у вас. Ну а если у вас нет проблем с долгами и хочется куда-то поехать, можно поехать, например, в Крым и отведать блюдо из медузы. Такое блюдо недавно начали предлагать в крымских ресторанах посетителям. Медуза проходит термическую обработку, после чего ее хрустальное мясо используют для приготовления блюд. Для приготовления блюд азиатской кухни в Крыму в основном используют корнироты, обитающие в Черном море. Поворот интересует купол медуз, а все остальное отчасти они удаляют. Использование медуз в кулинарии широко распространено в Японии и Китае. В стране восходящего солнца их едят сырыми, соусами, а когда жители Поднебесной предпочитают употреблять морских животных в сушеном виде. Девушки, вот наша фирменная летняя закуска, в состав которой входит медуза. Попробуйте. Да, конечно. Очень необычный вкус. Очень вкусно. Да, напоминает устрицу. И очень пахнет морешком. Когда гости, конечно же, заходят в ресторан и видят на табличке в меню салат из медузы, они, конечно, очень сильно удивляются. Но мы им объясняем, что это нормально, это можно есть, и это съедобно, качественно и хороший продукт. Выглядит, конечно, не особо эстетично, но поверим на слово, что это очень-очень полезно. Да, ну не знаю, может быть для морских жителей, то есть прибрежных районов моря, наше сырое мясо тоже выглядит как-то, наверное, так экзотически. Экзотически. А вот фудблогерам, кстати, придется изощриться для того, чтобы очень красиво сфотографировать и разместить ту самую фотографию с хэштегом «Мир должен знать, что я ем». Да, кстати, о фотографиях. Сегодня снимки делают и дети, и взрослые, и на смартфоны, и на фотоаппараты. Ну, а есть приверженцы фотосессии. Вот сейчас мы расскажем вам, сколько стоит фотосессия, из чего складывается цена. Кстати, напоминаем, не забудьте, да, что мы работаем в прямом эфире. Давайте создавать эфир вместе с нами. Так что, друзья, отправляйте удачные фотографии, может быть, сфотографированные вами на телефон, может быть, профессиональная фотосессия на наш номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Ну, прямо сейчас сюжет. Глянь на меня сейчас.
Куда посмотреть, какую позу принять, улыбнуться или нахмурить брови. Все это Влада Обласова подсказывает во время фотосессии. Объект съемки сегодня не профессиональная модель или семейная пара, журналист. За 4 года практики фотограф из Мирного кого только не снимала. Места тоже разные. И фотостудия, и промышленные объекты. Но больше всего Влада любит домашние съемки. В родных стенах люди смотрятся естественно. Сейчас девушка занимается коммерческой фотографией, проводит творческие съемки. Самые дорогие съемки — это обычно выходят свадебные дни полные, если ты снимаешь там со сборов молодоженов и до заключения как бы праздника. Это бывает 12 часов, бывает дольше, и, соответственно, они выходят дороже всего. Там банкет и вот такие вещи. Индивидуальная фотосессия у Влады стоит от 6000 рублей, но за дополнительную плату можно подготовить суперреквизит. Цена на съемку складывается из нескольких факторов: трата времени, проработка идеи, привлечение ассистентов, визажистов, стилистов, водителей, наконец, на обработку фотографии. От собственного, наверное, ощущения каждого фотографа, его цены, насколько он там, можно сказать, сам оценивает свою работу, как бы там сколько люди готовы за это заплатить, это все приходит, наверное, с опытом, ты там постепенно как бы можешь почувствовать, сколько ты стоишь, там сколько стоят твои услуги. Профессиональные снимки, общение, веселье, а сколько же готовы отдать за это мирнинцы? Мнения кардинально разные. Сколько бы вы отдали за фотосессию? 5 000. Почему? Ну, потому что в нашем городе примерно в эту сумму укладывается фотосессия, насколько я знаю. Ну, по-разному, какой фотограф там. Не жалко за хорошее фото. Вот. Сами знаете, хорошее дело хорошо оплачивается. Рублей 500, думаю. Почему? Ну, смотря какая хорошая фотография. Можно смотреть по качеству, то есть насколько хорошая. То есть чем лучше фотография, тем больше. В общем, чем качественнее фото, тем дороже. Влияет на прайс и известность фотографа. А вот если цена слишком низкая, это может говорить об опыте фотографа. Возможно, он новичок, который только набирает портфолио. Выбирайте фотографа, исходя из запросов. Не бойтесь довериться профессионалу. Одно фото – живая эмоция на долгие годы. Кристина Каширина, Карина Лопатина, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Кстати, замечательные фотографии. И, кстати, я могу, друзья, вам подсказать очень хороший и полезный лайфхак. Допустим, если вы приезжаете в отпуск в какой-нибудь другой город и хотите действительно запечатлеть те самые эмоции вашего отпуска, вы всегда можете найти сообщество в социальных сетях, фотографы, которые как раз-таки набирают для портфолио за чисто символическую сумму, набирают клиентов, они вас поводят по городу, и у вас будут замечательные фотографии с вашего отпуска. Здорово, я не знал. У меня вот с фотографиями проблема. Не умею все. Есть поздравления на нашем WhatsApp номере. Доброе утро. Хочу поздравить брата с днем рождения, Егор Егоровича Атласова. Желаю крепкого здоровья, надежды на благополучие, много сил, верить в Бога. Мы присоединяемся к поздравлениям. Всего вам самого-самого наилучшего. Да, друзья, кстати, что касается, продолжая нашу тему фотографий, между прочим, в Санкт-Петербурге появилась еще одна локация, куда могут прийти все желающие с фотографом, а также просто с друзьями и со своей семьей и пофотографироваться. Петербургская мусорка обрела новую жизнь благодаря уличному театру «Небесные бродяги». Его команда превратила запущенное место на биржевой линии Васильевского острова в сад, где поселились персонажи из мультфильмов Хаяо Миядзаки, «Унесенные призраками», «Ходячий замок Хаула», «Мой сосед Тоторо». В благоустройстве помогала команда библиотек Василеостровского района. Создатели локации обращают внимание, что сад закрытый, и в него нельзя попасть просто так. Нужно обратиться к представителям небесных бродяг. Сама сшила. Они тоже пришла идея украсить нашему партнеру театру «Небесные бродяги». Мы к ним присоединились в библиотеке Василеостровского района и помогли этот дворик очистить от мусора и украсить его. Ребята нарисовали рисунки, мы пригласили наших партнеров, которые сделали интересные красивые локации, и пригласили еще художников, дизайнеров, которые тоже помогли в украшении этого дворика. Все откликнулись с удовольствием и пришли для того, чтобы нам помочь. И, конечно же, нам помогали наши волонтеры.
Вот прекрасные фотографии прислали наши телезрители, фотосессию. Просто великолепно. Сейчас мы вам их покажем на наш WhatsApp номер. Это же самое лучшее время, когда ребенок такой маленький, для того, чтобы запечатлеть его таким беззаботным, именно в таких вот лучших локациях, еще и с индюком. Я так понимаю, они, наверное, лучшие друзья с ним будут с самого детства. Ну, вот, а такие фотографии, когда семья, отец с сыном ездят на рыбалку, они тоже дорогого стоят. Вы только Это посмотрите. прям художник Чикачев, только фотовариант известных картин. Да, для кого-то увлечение фотографией переросло в очень хорошее хобби, и они вот действительно делают все для того, чтобы... Вот какие прекрасные фотографии будут у них на память о тех прекрасных днях. Друзья, а мы благодарим вас за то, что вы вместе с нами создаете это утро. Участвуйте в наших интерактивах. Мы надеемся, что понедельник для вас не был тяжелым, и мы задали вам то самое правильное настроение на всю неделю. На этом у нас все. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. До свидания.